Ингушетия сохраняет лидирующие позиции по количеству дорожно-транспортных происшествий на душу населения. Участились и случаи использования поддельных номеров. Об этом говорят данные с видеофиксаторов. Подобные нарушения происходят ежедневно. Всего по аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» в субъекте установлено около 50 аппаратов фото-видеофиксации. И вот результат. За 2 месяца 2020 года вынесено более 26 тысяч постановлений, в то время как в текущем году за указанный период вынесено чуть больше 17 тысяч постановлений. Указанная статистика говорит нам о том, что граждане нашей республики становятся более дисциплинированными и стараются соблюдать правила дорожного движения. Среди них есть те, кто использует подложенные номера, ездят на транспорте с прекращенной регистрацией. Проблема заключается в том, что их личность фото- и видеофиксаторы не идентифицируют. Штрафы не имеют хозяина и оплачивать их некому. Как и нести ответственность за лихачество на дорогах, которое может привести к многочисленным ДТП. На таких водителей у инспекторов есть свои методы. С целью привлечения указанной категории лиц к административной ответственности управлению ГИБДД подготовлены распорядительные документы, в рамках которых при выявлении транспортных средств с подложными государственными регистрационными знаками, а также с регистрационным знаком, числящимися в розыске, административный материал передается в наш отдел, где мы их проверяем на факт наличия фиксации в течение последних 2 месяцев. 2 месяца – это срок, в течение которого может быть лицо привлечено к административной ответственности. С начала года к административной ответственности по такому методу было привлечено более 200 человек. В отношении их было вынесено около 1500 материалов. И это не все. Водителей с подложными номерами лишают прав от 4 до 6 месяцев. В последующем для их повторного получения им снова придется пройти экзамен ПДД в ГАИ. Наказание справедливое и затратное для самих же несознательных водителей. Способ вроде сдерживает статистику, но полностью ее не подавляет. Владельцы транспортных средств дубликатами не ограничивают себя в скорости и проездом под красной. Совершают обгон там, где это попросту запрещено. Надеются на то, что штрафа с камер не будет. Своим поведением они подвергают опасности как себя, так и других автолюбителей. Шаморгиш. Далдух дуадиш везде. Агар бог мотолби, агар улк мотолди. Вейдер хедвет тутол модеви. Малил, диклил. Мы решили совместно с сотрудниками ГИБДД провести мини-рейд с выявлением поддельных номеров. Помогала вести мероприятие специальная камера, которая фиксировала номера транспортного средства и сверяла их по базе данных. Определяли, подходит ли указанный госномер по цвету автомобиля и зарегистрирован ли он вообще. 2-часовой рейд не показал каких-либо результатов. Вот сегодня в ходе проведения рейдовых мероприятий на данном участке автодороги нарушений по статье 12.2 часть 4 выявлено не было. Наша съемочная группа начала разбираться в нулевом результате. По статистике одни данные. По факту проверки нарушителей нет. В ходе расследования мы наткнулись на группы в социальных сетях, где по рассылке участников просто предупреждают о возможных рейдах. Следовательно, эти участки просто объезжают по другому маршруту. Многие автолюбители придерживаются мнения, что законы созданы лишь для наживы сотрудников ГИБДД. В то время как эти меры призваны остепенить нерадивых водителей. Мы решили на своем инстаграм-канале провести опрос подписчиков, что они считают по поводу поддельных госномеров. Если есть, носите на здоровье. Плохо. Не, нормально. Дешевые понты, которые клеит современная молодежь, ставя липовые номера, абу-бандиты. Как ни странно, большинство за дубликат номеров. Многие российские автолюбители следуют моде красивых госномеров. Это когда все цифры совпадают и буквы имеют определенное значение. Такие номера сегодня можно купить у самих владельцев с переоформлением, но обычно за них платят большие деньги. В лидерах по стоимости сегодня номера 3 семерки с регионом 777. Их цена начинается от 1 миллиона. По карману это не всем, вот и покупают дубликаты. А те, кто имеет реальные номера, потом страдают, так как сотрудники ДПС обращают больше всего внимания на идентичные цифры. Часто останавливают и Амирхана Чапанова. На его «Газели» госзнак 3 двойки. Часто соцуэга. Номер жбанцы, подложные, проверка же подложенные, подложенные номер штаны.
Бывают и случаи двойника, когда владелец определенной марки автомобиля ставит на свою машину дубликат похожего транспортного средства. Штрафы при этом приходят оригиналу, хотя тот и не нарушал. Но в конце концов сотрудники полиции находят подобных махинаторов. Далия Асканова, Адам Гулуев, Адам Далаков. Новости 24.